Без ноги он был. Вот, мы собрали полностью ногу по кускам. Вот раз кусок вклеили. Вот это второй кусок приклеили. Чтобы она держалась, придумали тут приклеить птицу. Даже здесь МЧСовец Алексей Сидоров проводит спасательные операции. Резьба по льду и снегу – нешуточное увлечение пожарного с 20-летним стажем. Большинство скульптур в Зимнем городке – его рук дело. На конкурсе в Харбине Алексей вместе с напарником создавали спидвеиста. 3-метровый мотогонщик, по задумке авторов, призывает бороться с наркотиками. Это символы тут, то есть шип, он тоже как бы олицетворение иглы, как бы колесо давит эту иглу. Скорость в скульптуре – это ледяной свет фар, ветер в волосах, огонь из выхлопной трубы. Все это символы жизни. И одновременно область свою как бы подняли. Спидвей, так как у нас здесь международные проводятся соревнования по спидвею. Подошел там в другой команды, я так понял, с китайской. Учитель привел ученика, и, я так понял, на нашем примере он показал, как надо делать. Из 24 команд на международном конкурсе ледовых скульптур все 3 призовых места заняли россияне. Награда победителям около 50 тысяч рублей. Зарабатывать на увлечении удается редко, сетует Алексей. В основном он режет по дереву, но ценителей таких произведений, которые получаются недешевыми, в области пока мало. Чаще всего мастер предпочитает историческую и духовную тематику, но есть и образы, связанные с профессией. В перерывах между дежурствами разрисовал здание родной части. В планах летом поучаствовать в конкурсе среди резчиков по дереву, а также вместе с другими художниками начать восстанавливать Албазинский острог. Татьяна Таскаева, Леонид Косован, Вести, Благовещенск.